Итак, мы в легендарном городе. Легендарном в прямом смысле этого слова, без всяких кавычек. Несмотря на то, что многое здесь удивляет. Например, вот такие дома, как за моей спиной. Ну, что касается этого коричневого дома, то он просто покрыт теплоизоляцией, потому что в этом городе очень холодно. Причем холодно почти всегда. Мы в Воркуте. Многие знают Воркуту как город шахтеров. Это действительно так. Однако Воркута – это еще и ворота на север. Рядом Полярный Урал, Большеземельская тундра. Мы тоже хотим оттолкнуться от Воркуты и пойти прямо на север. На побережье самого холодного океана, ледовитого, на Карское море. Сказать, что нормальных дорог общего пользования за пределами Воркуты нет. Поэтому в дело вступает техника высокой проходимости – тягачи, треколы, квадроциклы. Однако вездеходы на гусеничном ходу вне конкуренции и берут больше, и едут дальше. В летний период на Карское море добраться можно только на гусеницах. Тундра вся покрыта озерами и насыщенными водой торфянниками. Мы обратились к известному в городе перевозчику Ярославу Зарицкому. Техника у него разная, но самые большие трудяги – это вездеходы. Они всегда в дороге или же на ремонте. БУ запчасти Ярослав отыскивает по всему северу, без конца восстанавливает свою технику. Она со времен Советского Союза. Должна была уже много раз уйти в утиль, однако усилиями Ярослава возрождается снова и снова. Ведь современные вездеходы не работяги. Например, треколы малопроходимы и груза берут мало. График пути вездеходов Ярослава Зарицкого расписан настолько плотно, что нам предстоит пройти весь путь до Усть-Кары почти без отдыха. Это 240 километров. Немного. По асфальту можно пролететь за 3 часа. Но в нашем случае будет все по-другому. Мы уже идем примерно 10 часов. Обычно про такие дороги говорят, дорога военная, но, можно сказать, дороги нет. Это просто тундра. Грязь, болото. И постоянно что-нибудь ломается, потому что, такая дорога. Советские вездеходы не рассчитаны на большой пробег. Капремонт нового уже через 5000 километров. Но в воркутинских реалиях он умудряется пробежать более 100. Ему просто не дают рассыпаться. Все. Люди в этих условиях умеют быстро чинить технику, потому что надо все делать быстро. Либо замерзнешь, либо не доедешь. Буквально минут 20, наверное, от силы прошло, и гусеница опять на месте. Итак, куда идут вездеходы? Задачи бывают разные. Это заброска грузов, а также людей, оленеводов, туристов, рыбаков, жителей отдельных поселков. Наши вездеходы
забиты товаром первой необходимости. Еда, бытовая химия, разная мелочь. Несколько тонн в каждой машине. Этого груза для такого поселка, как Усть-Кара, хватит только на несколько дней. Экспедицию приходится направлять на побережье в среднем раз в 2 недели. А поселков в дальней тундре не только одна Усть-Кара. Работы вездеходчикам хватает. Мы прошли по торфяникам 160 километров и наконец достигли берега реки Кара. Откуда такое название, я не знаю, но, как видите, ничего зловещего в ней нет. Она тихая, спокойная, почти без перекатов. Правда, там чуть пониже есть перекат или водопад, как его еще называют, знаменитый Буридан. В этой реке есть рыба, ну, конечно, хариус, а также поднимается рыба с моря, голец, горбуша. Эта река течет и впадает в море как раз у поселка Усть-Кара, куда мы собираемся. Не каждый осмелится пройти по этим порогам. Кроме того, я изучил берега, и по мусору, который нанесла весенняя вода, стало понятно, что река поднимается почти на 10 метров весной. Вы представляете, какой поток идет здесь в это время? Если вы даже никогда не были на севере, вы, может быть, узнаете это растение. Его много вдоль берега Кары. Это лук, дикий лук. И его можно есть. Кстати, пахнет хорошо. От нашей остановки на реке Кара до поселка еще 80 километров. Нам предстоит серьезное испытание – форсирование реки. Уровень Кары поднялся из-за дождей. Многотонный, загруженный товаром вездеход или скроется под водой, или поплывет. Посмотрим. И на всякий случай задраиваются люки и заделываются щели. Первый вездеход почти полностью уходит под воду. Водян беспомощен. Гусеницы без особой пользы загребают воду. Надежда на силу инерции, авось доплывет. Вездеход крутит течением и несет. Но в какой-то момент он цепляет дно у противоположного берега и выбирается на сушу. Развернуло течение, видишь, да? Все, сейчас мы выйдем, потом Димка пойдет. Теперь пойдет следующий, но ему везет меньше. Важно пробыть в воде недолго, иначе вода все равно проникнет в грузовой отсек и вездеход уйдет под воду. И самое неприятное, может испортиться товар. Потери значительные. Второй вездеход не доплыл. Его вынесло вновь на тот же берег, откуда он стартовал. Небольшая передышка, сливается из щелей вода, и вторая попытка. На этот раз удачная.
Страшно подумать, как все происходит, когда река поднимается до весенних уровней. Транспортная логистика вездеходов разбита по этапам. По дороге постоянно выгружаются, загружаются груз и люди. Например, мы останавливаемся у воркутинских оленеводов, чтобы забрать мясо. Учись, учись. Уже кослал. Что, книжку пишете? Или кино снимаете? Кару снимаем. Ладно, язык надо вот как уедут резать. Дима, пухше, хоть китарите, ту водили. То сюда, то туда. Оленеводы и вездеходчики не просто партнеры, но почти как родственники. Тут же накрывается в чуме богатый стол, звучат разговоры, смех. Собака с утра сразу встречаем. А дядя Вася, второй им коли, да? Да. А куда? Не, ну я гинет. Подлен баб. Здесь гоняют, они что начали тихо ходить. Пучка ягода. Ладно, давайте. Давай, буровой нож. Приезжайте. Не забывайте. Да, дорога есть. Ну вот здесь переходим вот это. Средняя скорость вездехода по тундре около 15 км в час. До Усть-Кары мы добирались почти 1,5 суток. Сильно тормозили поломки. Ремонт гусениц происходил не менее 10 раз. Усть-Кару увидели только поздно ночью, когда казалось, что дорога уже не кончится никогда. Когда мы говорим о доме своей мечты, мы всегда добавляем, ну или большинство из нас, домик с видом на море. Так вот, у жителей Усть-Кары много разных трудностей, но у всех у них есть одно бесспорное преимущество, а именно вот это. Поселок Усть-Кара относится к Ненецкому автономному округу и стоит на берегу Карской губы. Море Карское недалеко, километров 5. Даже из поселка видны буруны на море. Домики мечты прямо у самого берега. Приливы здесь небольшие, и волны из открытого моря не докатывают. Но небольшие укрепления берега перед домами все же есть. На самой губе волна небольшая. Однако ее оказалось достаточно, чтобы замутить несколько дней назад воду и закрыть рыбалку. Нам не повезло. Погода сорвала съемки на воде. Рыбаки сидят дома и смотрят с тоской на море. Редко-редко кто-то выходит на воду, бросает сетки, вытаскивает полную сеть камбалы и выбрасывает камбалу назад в воду. Для здешних это не рыба. Ну вот, мы и приехали. И что мне хочется сделать, это убедиться, что действительно не пресная вода. Что так я не могу подойти, потому что да, вода не пресная, она такая
Немножко соленое, похоже на Балтийское море чем-то по уровню соли. К сожалению, волна, и не могу зайти глубже. Но вообще здорово. Трудно поверить, что едешь на север, попадаешь на море. Поселок был сформирован в 1932 году. Здесь было изначально несколько кочевых оленеводческих хозяйств. Они объединились в один колхоз «Красный Октябрь». Оленей доходило до 13 тысяч голов. Начали строить на берегу для оленеводов и рыбаков стационарное жилье, потом и здание соцкультбыта. Жалко, мы не застали то время, когда вот такие баркасы ходили по Карскому морю и по Карской губе. На нем переправлялись оленеводы и на нем ловили рыбу. Сейчас лодки быстрые, железные и маленькие. И самое для меня удивительное, я никогда еще такого не видел, он выполнен из фанеры. А вот сюда, вот это вот кольцо железное, сюда ставился, по всей видимости, парус. Потому что ветра здесь сильные. Почему бы не пойти под парусом, по морю? В поселке каждый рыбак, а вот оленеводов здесь уже немного. В основном кочевые. Им поселок нужен как магазин, аэродром и больница. Местное население, 600 человек, сидят на бюджете. Мужчины – кочегары, электрики. Женщины – учителя, воспитатели. Зарплата кочегара, как выяснилось, около 30 тысяч рублей. Немного, учитывая местные космические цены. Батон белый – 110 рублей. Хлеб черный буханочный – 100 рублей. Вишня – 405 рублей. Груша – 255 рублей. Масло подсолнечное – 160 рублей, 140 рублей. Сгущенка – 140 рублей. Шпроты – 200 рублей. Зачем им шпроты, если у них своя рыба? Видимо, не все здесь коптят, и шпроты все-таки это деликатес. Яблоки – 195 рублей. И колбасы из оленины, у нас они, кстати, стоят дороже. Здесь они стоят 525 рублей. Вареная колбаса и вот еще одна полукопченая 600 рублей за килограмм. Вот можете сравнить сами, вы все знаете, сколько у нас стоят эти же продукты. Основное население, они здесь работают. Например, если он сидит дома, он пошел что-то, короб сделал какой-то, кому-то пристройку сделал, ему заплатили, кому-то ремонт. Вот так они и живут. Пошли за рыбой, порыбачили. Дома зачем сидеть, когда в мае можно гусей пострелять? Вот они добыли себе, а опять зайцев настреляли, опять себе добыли. Сейчас вот тоже привезли оленеводы мясо. Сейчас просят 320. За килограмм? За килограмм. Это дорого, вы считаете? Это дорого. Оно сейчас летом, оно пустое мясо. От силы 150 рублей, а 200 это уже шик. Я понял. У вас все дорого, кроме мяса и рыбы. Да. Скажите, а навага, которую тут вот ловят у вас, сколько она стоит килограмм? 35 рублей килограмм. 35 рублей килограмм? Да. Это невозможно. Это вкусняшка, когда она икряная. Хорошо. Омуль, вкуснейшая рыба, она сколько стоит? 350 рублей. Ой-ой-ой. Но сейчас рыбы нету, потому что губа бушует. В Ускаре 2 магазина. Наши вездеходы привезли груз по второй магазин. Он побольше того, где мы были, и стоит в центре села.
Здесь аншлаг. Пришли вездеходы, значит, есть из чего выбирать. Куда везете товар-то? Это на тот берег. На тот берег. А что там на том берегу? Там с тундры оленеводы приехали, ну, с коми. Ну, сами абельские. Скажите, вот картошку купили за сколько килограмм? Ой, я даже не знаю. Не помните? Нет? Ну, Что, дорого много здесь, берешь, да, конечно, тут дороже выходит. У нас-то, если в винте брать, то намного дешевле. Мгм. Тут-то дорого. А без картошки как? А Никак без в Туре картошки не какой да. суп? Понятно. А как на тот берег-то перейдете? На лодке вот я сейчас увезу Сейчас увезет обратно. нас. Мы на небо не. Что купили? Еду купили, все самое вкусное. Вкусное. Это арбуз? А дорого стоит арбуз? Ой, что долго? Не знаю даже. 56, да. 56 рублей. 56 рублей килограмм. Вы говорите на ижемском, а сами ненцы? А якось это данное. А маме... Я ненка, а мама коми. Колынские ненцы говорят на ижемском? Мы ненецкий не знаем. Картошка у вас сколько стоит? Мян картошка, 15 рублей. Да, мян 90, да, зимой 150, ой, 115, 120. А это я. А за рулем кто? Не пукала. Я сама в этом году купила и научилась. Кого не биде велали? Продукты питания стоят дорого для тех, кто к таким ценам не привык. Здешние привыкли. Также дорого стоит стройматериал. Он доставляется летом по морю с северным завозом. Тогда же завозится горючее и уголь для печей. Куб доски, что продается у нас примерно за 5000 рублей, здесь стоит более 20. Баня-то на угле топится, да? Да, пока на дровах, на угле. Дров не напасешься. Кто живет в поселке? Основное население – колвинские ненцы. Небольшой уникальный этнос. Это ненцы в силу непонятных в прошлом причин, перенявшие коми-язык. Остальное население – люди с большой земли. Каждый попал сюда зрелым человеком, как правило, приехав на заработки. У каждого здесь свой срок. Во-первых, каждый занят своей работой, а во-вторых, уже по части хобби у мужиков это, как правило, рыбалка, а у женщин это собирательство грибов и ягод. Это хобби или, скажем так, шанс выжить? Нет, это хобби. Конечно, никто о выживании здесь не говорит из местных, потому что это наша культура, это наша жизнь, и мы этим живем. То есть, когда мужики уезжают в отпуск, они хотят поскорее домой, поскорее к своей лодке, в свой гараж, потому что они не могут на жаре, в городе, в шуме. У них уже образ жизни такой, что они здесь живут, они не выживают. У нас нет такого понятия «выживать». Каждый уважающий себя мужчина в нашем селе должен ходить на рыбалку, должен уметь содержать технику, должен уметь ставить сети, должен уметь водить лодку. Самым известным выходцем из поселка называют тележурналиста Андрея Разбаша. Он уехал отсюда в 6-летнем возрасте и только раз приезжал в родной поселок, уже будучи известным. Снимал о нем фильм. Но он уехал, а вот что держит здесь остальных, не местных, наверное, до конца нам не понять. С 2006 года приехали с фирмой строить школу, которая находится в поселке в самом. Ну и так как бы жизненно получилось, остался, встретил девушку, женщину и женились, родили дочку, вот живу потихоньку. То есть и к морозам привык, и к условиям к самим привык, то что по воду надо ездить, потому что зимой приходится на озеро аж за 5 километров ездить на снегоходах. А какую воду привозите? Воду во флягах в обычных, на сани
привозим, в бочки дома заливаем, и вот так вот у нас вода. А у кого нету возможности, лед долбят на местном озере посреди поселка. Лед топится, вот вода. Почему и смеемся, что воду в мешках возим. Поначалу я был в шоке и задавал супруге вопрос, как можно есть сырую рыбу, у вас что, огня не придумали или что? А сейчас свежемороженого омуля, мерзлую навагу, оленью печень, это для меня очень даже шикарный деликатес. Я когда на землю выезжаю, пытаемся заменить селедкой, но все равно не то. Карский омуль это что-то. В поселок 2 раза в неделю прилетает Ан-2 из окружной столицы, Нарьян-Мара. 500 километров по прямой. Товара в нем не привезти, дорого. И потому фактически поселок выживает благодаря Воркуте. Сюда идет вездеходами товар, назад отправляются дикоросы, рыба и мясо. В верховьях рек ловится сик, чир, щекур, горбуша. Ближе к морю омуль арктический. Это вот основная наша рыба. Корюшка тоже есть. Из тресковых в зимний период основное это навага. Рыба навага это самое прибыльное дело в нашем селе, потому что на заливе, когда встает лед, ставят подледные снасти и большие объемы вылавливают. У меня рыболовный бизнес. Я получил разрешение на вылов и вылавливаю рыбу навага, продаю ее в центральную часть. Объемы насчитываются тоннами, десятками тонн. Живя у моря, плавать не умеют. Так можно сказать почти о всех местных. Попробуй научись плавать в ледяной воде. Однако встречаются люди неожиданные. И плавать умеют, и много чего еще. Татьяна Хатанзейская, бывший медик, нас удивила своим неуемным желанием знать и творить. Очень плохо грузит компьютер, и иногда приходится ночью сидеть, чтобы хотя бы посмотреть, что там творится, какие новости. А я сижу и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Ну, все новости смотрю, какие там идут. Телеканал «Север», все тут, Нарьян Авындер. Но вашу передачу еще никогда не смотрела. Сажусь, стульчик передо мной, один сериал, одна поделка. Или в течение сериалов я делаю несколько поделок, чтобы бесхозно не сидеть. Очень сейчас жалею, что я на сварщика не научилась. Металлолома очень много в поселке. Но по интернету еще, может, что-нибудь научусь, куплю себе, приобрету все необходимое для сварщика и буду заниматься. Если рассказывать о всех увлечениях Татьяны, то это отдельный фильм. А нам важно все же узнать, что держит здесь людей. Квадроцикл везет нас по периметру нашей страны на берег Карского моря. Пустынно и ветрено. И ведь кому-то это нравится. И кому-то на всю жизнь. Я в город выезжаю, я уже потом тороплюсь домой. Ой, надо домой. Хотя я знаю, что тут так тяжело. Это печка, это морозы пойдут, это пурги, это снег. Все равно бегу сюда, потому что лучше, мне кажется, Кары поселка нет. Условия такие, что супермаркетов нету, никуда ничего не пойдешь, не купишь. Получается так, что иногда приходится и тяжеловато. Ну, в общем, я как бы особо не жаловался бы, не сказал бы, что тяжело. Люди везде живут. Здесь тихо, спокойно, каждый друг друга знает. Дома не закрываются на замок, а ставятся на палку и уходишь свободно, зная, что никто из соседей, никто из чужих домой не зайдет. Я купалась, ныряла. Холодно же. Когда... Ну и что холодно? Как парное молоко. Да, прям. 17 градусов. Это ж хорошо. Я так далеко на севере еще никогда не был. Постоянный ветер. Это место называется мыс Полковник. Не знаю, почему такое название, и не могу даже сказать, кто поставил этот православный крест. Я знаю только одно, что цель нашей экспедиции достигнута. И сзади меня вы видите
Оно Карское море, самый-самый студенный океан. Мы добрались до края земли и увидели людей, что держатся за этот край. Но так и не смогли понять, почему. Видимо, есть и у такой суровой земли какая-то своя сила притяжения и свое очарование. Но, как и бывает, почувствовать это может не каждый.